Вначале мы обещали рассказать историю Шухрата, паренька, который зарабатывал с коляской на центральном рынке Челябинска. Зимой мы были в Челябинске и посетили рынок, где работал Шухрат. Но Шухрата не оказалось, и никто толком не знал, куда он делся. Говорили по-разному. Одни, что его депортировали, другие, что он сильно заболел и лежит в больнице. Мы искали его на рынках города и по стройкам. Побывали во многих местах, но Шухрата нигде не нашли. По словам этих ребят, с местными бомжами жил парень, таджик по имени Шухрат. У него были проблемы с легкими. Месяц назад этот парень скончался, и бомжи похоронили его рядом с теплотрассой, где ночевали и укрывались от холода. Мы нашли это место и побывали там. По словам и догадкам, не хотелось верить, что здесь лежит Шухрат. Мы так и не узнали, как Шухрат попал в такую ситуацию. Почему он ушел от ребят, с которыми раньше жил? Почему к бомжам, а не к таджикам? Неужели в городе, где работают свыше 2000 таджиков, никто не мог помочь ему? Во всех городах, где мы побывали, заметили одну вещь. Там тоже таджики отделяются друг от друга по регионам и по кишлакам. Первый раз, когда мы с Шухратом встретились, он меня попросил по приезду в Таджикистан посетить его маму. Мы посетили кишлак, где он живет. Навстречу нам вышла мать Шухрата с 3 маленькими детьми. По ее словам, мы поняли, что она толком не знает о судьбе своего сына. Мы не смели рассказать о трагической судьбе ее сына. Мы молим Бога, чтобы эта могилка не была могилкой Шухрата. Но одно мы знаем точно, что в ней лежит таджикский парень, и таджикская мать будет ждать возвращения своих детей, пока мы сами не создадим нормальную жизненную обстановку. Рабочие места с хорошей зарплатой, хорошие школы с грамотными педагогами, которые смогут дать то образование, которого так не хватает нынешнему поколению. И мама Шухрата тоже ждет и надеется. در خواب نویس